Вы смотрите новости в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Василий Раченко. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Якутское управление дорог теперь не имеет аналогов в России. После присоединения федеральной трассы Колыма к управлению дороги Вилюй оно получило самый большой участок дороги в стране. Акция «Внимание! Переезд» стартовала на железной дороге в Южной Якутии. Мероприятие необходимо, чтобы обратить внимание водителей на соблюдение ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Совхоз «Новый» хорошо зарекомендовал себя в Мирнинском районе и двинулся дальше. Какие планы теперь у крупного поставщика сельхозпродукции? Айсен Николаев дал ряд поручений ответственным службам и ведомствам по работе в Колымской группе районов. В освободившихся от воды поселках Зырянка и Верхний Колымск нужно оперативно восстанавливать жилые дома и дорожную инфраструктуру для нормального обеспечения отопительного сезона. В Нижнеколымском районе, где наводнение продолжается, необходимо принять меры не только по восстановлению жилья и социальных объектов, но и по вывозу людей из Черского, которые в эти дни должны были вылететь в Якутск и за пределы республики. Комментируя паводковую ситуацию на Колыме, Айсен Николаев отметил, что расслабляться пока рано. В ближайшее время ожидается вскрытие реки Алазеи, где также прогнозируется сложная паводковая обстановка. Сегодня в Алдане в камерном зале Государственного концертного оркестра Якутии состоится благотворительный концерт «Музыка моего сердца» в поддержку пострадавшим во время паводка на территории республики. По словам организаторов, прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов разных эпох, обработки и переложения на оркестр популярных мелодий. Выступят ансамбли «Баланс» и «Гитарика». Концерт начнется в 18 часов вечера по местному времени. За прошедшие сутки лесопожарными формированиями ликвидировано 2 лесных пожара в Намском и Ленском районах на общей площади 67,5 гектаров. По данным на сегодняшнее утро в республике действует 4 лесных пожара на общей площади 660 гектаров. Наиболее крупный пожар действует на территории Усть-Майского района. Всего же с начала пожароопасного сезона в этом году на территории Якутии зарегистрировано 29 лесных пожаров. А госавтоинспекция проведет профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» по массовой проверке водителей, чтобы предупредить лесные пожары, а также дорожно-транспортные происшествия с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Примутся дополнительные меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Они пройдут с 9 по 12 июня на территории города Якутска, а именно на въездах в лесные массивы и выездах из населенных пунктов. Министерство транспорта России приняло решение о реорганизации управления дороги Вилюй путем присоединения к нему федеральной трассы Колыма. Сегодня состоялось торжественное мероприятие по поводу соединения нескольких филиалов, начиная от Мирного до Колымы. Участники познакомились и обменялись опытом. Теперь это самое крупное в России управление по протяженности, не имеющее аналогов в стране. По всей России прошла реформа в структурах Росавтодора, Федерального дорожного агентства, и на сегодня это коснулось 10 учреждений. Если вы знаете, у нас по Магаданской области было отдельное учреждение управления автомобильной дороги Магадан. По автомобильной дороге Колыма в пределах территории республики было отдельное тоже учреждение. Ну, на сегодня вот все эти учреждения присоединены к нам, Вилюю. Наименование пока Вилюй остается, но к осени, после завершения строительно-монтажных работ, учреждение будет переименовано Северо-Восточное управление. А профилактическая акция «Внимание! Переезд» стартовала на железной дороге Южной Якутии. Мероприятие призвано обратить внимание водителей автомашин на необходимость строгого соблюдения ПДД при пересечении железнодорожных переездов. Более подробно в материале Екатерины Павловой. Акция «Внимание! Переезд» проходит в канун Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам. Железнодорожники совместно с представителями ГИБДД проводят ее во всем районе. И начали с железнодорожного переезда с наиболее интенсивным автомобильным потоком на автодороге Беркакит-Нерингри. Если взять в целом по России, по сети дорог, только за истекший период 2018 года допущено уже 106 случаев ДТП на железнодорожных переездах. Статистика не очень хорошая, соответственно, мы должны принять все меры для того, чтобы довести для участников дорожного движения о важности и о степени последствий при ДТП на железной дороге. Железнодорожники вместе с инспекторами ДПС во время рейдов выявляют нарушителей, автовладельцам напоминают правила проезда через пути, проводят профилактические беседы, раздают памятки. Соблюдайте бдительность при пересечении
железной дороги. Удачи на дорогах. Железнодорожники и госавтоинспекция призывают автовладельцев ответственно относиться к личной безопасности и безопасности окружающих людей. И в любом случае, независимо от сигнала светофора, положения шлагбаума, указаний дежурного по переезду, не забывать убедиться в отсутствии приближающегося поезда. От соблюдения правил дорожного движения зависит не только жизнь водителя, но также жизнь и здоровье пассажиров автотранспорта и поезда, машинистов. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Якутия в ожидании инвестиционного прорыва. Финансовые вложения из стран Азиатско-Тихоокеанского региона позволяют реализовать в республике невероятные проекты. Соседи готовы инвестировать в энергетику, промышленность и сельское хозяйство нашего региона миллиарды долларов. Об этом сообщает информагентство ТАСС. К примеру, помидоры в вечной мерзлоте, арктические ветропарки и современные мусоросжигательные заводы в Якутии стали реальностью благодаря японским инвестициям и технологиям. Как считают региональные власти, потенциал инвестиций огромен и оценивается в десятки миллиардов долларов. Азиатские компании видят в Якутии перспективный рынок для вложения денег в сферу энергетики, добывающей промышленности и строительства инфраструктурных проектов. Совхоз «Новый» хорошо зарекомендовал себя в городе Мирном и близлежащих поселках. И теперь намерен двигаться дальше. С начала этого года продукцию предприятия начали доставлять и в Чернышевск, а также Айхал и Удачный. А с начала мая молочными товарами и яйцами от совхоза смогут довольствоваться и линчане. О планах и объемах на летний период смотрите в материале Анны Винокуровой. 4000 литров в день. Именно столько молока летом реализует совхоз «Новый» каждый день. Зимой производство молочных продуктов уменьшается почти в 3 раза. Из-за того, что у нас весной происходит отел, делаем больше объема стерилизованного молока. Кроме молока мы выпускаем, пастеризованное молоко выпускаем, стерилизованное, кисломолочный, снежок, йогурт, кефир, сметану, сливки. В этом году предприятие расширяет рынок. Теперь продукцию совхоза доставляют в торговые точки не только Мирного и близлежащих поселков, но и на северные площадки. Оценить ее качество теперь могут удачницы и айхальцы. Я, когда начал работать в ноябре месяце, первым делом, что сделал, усилил реализацию, продвижение продукции, съездил, переговорил с предпринимателями в эти поселки и города, встречался с главами муниципальных образований. Благодаря вот такому взаимодействию и такой работе мы с января месяца текущего года ввозим уже приличный объем нашей продукции. Это молочная продукция, яйца, мясо. С начала мая приобрести экологически чистую продукцию предприятия могут и линчане. Там несколько дней назад совхоз открыл новую торговую точку. Теперь молочку и яйца туда доставляют 2-3 раза в неделю. Молочная продукция, кефир, йогурт «Снежок», молоко 2 вида, пастеризованное и стерилизованное молоко. Потом идет сметана 20% и сливки 30%, суповые наборы, мясо кур и куриный фарш. Это уже с 8 мая, да? С 8 мая вот открылись только, когда рынок открылся, они уже открылись с 8 мая. Очень хорошо приходят местное население, приезжие, им очень понравилась эта продукция, они уже покупают это молоко, сметану, кефир, творог. Так что приглашаю всех жителей города Ленска, чтобы пришли, купили натуральную молочную продукцию. Не боятся здесь и экспериментировать. Например, недавно попробовали сделать мягкий белый сыр. В скором времени в Новом планируют наладить его производство и запустить в продажу. Пока еще ничего не оборудовано, по форме ничего не закуплено. Но вроде бы наш сыр понравился. И хотим в дальнейшем сертифицировать наш сыр. И будут на прилавках наших магазинов. Сейчас у аграриев самая напряженная пора. Люди и техника в полях. Ведь фраза «один день год кормит» для работников не просто слова. Анна Винокурова, Вячеслав Пилипенко, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».
Возвращаясь к теме транспорта, участников дорожного движения ждет ряд нововведений. Соответствующий проект поправок предложило Министерство транспорта. На дорогах страны могут появиться новые зоны для велосипедистов и зона с ограничением скорости 20 км в час. Также появится новая табличка, разрешающая парковку для автомобилей дипломатического корпуса. Еще одно нововведение – велосипедистам разрешат поворачивать налево, если на дороге правая полоса предусмотрена для такого поворота. Также появится новый запрет автомобилистам на остановку или стоянку в 5 метрах от пересечения с велосипедной или пешеходной дорожкой. Сейчас такой запрет действует на перекрестках дорог и на пешеходных переходах. Золотодобывающая компания «Селигдар» встретила начало лета, устроив праздник для детей и подростков. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Золотодобывающая компания «Селигдар» намерена добыть в этом году 5 с лишним тонн золота. Площадки и заводы кучного выщелачивания вышли на производственные объемы и набирают темпы работы. Разрабатывая недра, «Селигдар» не забывает об экологической и природоохранной составляющей. Оставаясь социально ответственной компанией, беречь природу учат не только на производстве, но и преподают экологическую культуру будущему поколению. Селигдар и экология – это в Алданском районе понятия неразделимые. И сегодня мы показываем здесь свою социальную ответственность в том, что мы за экологию, за то, что мы воспитываем все экологические, скажем, требования не только в нашем коллективе, мы это прививаем и детям. Поэтому сегодняшняя цель мероприятия – это привлечь внимание детей к экологии, к этим проблемам. Хотя мероприятие носит исключительно такой развлекательный характер для детей, потому что лето, первые теплые дни алданские дети увидели, и мы захотели им сделать такой праздник. Экоплощадки, которые устроил «Селигдар» детям, были приурочены к Дням защиты детей и окружающей среды. На них участники проекта, отдыхающие уже школьники, показали свои творческие и спортивные способности. Например, на площадке «Эко-сказка» нужно было выбрать известное произведение и оформить его с точки зрения экологии. Мы выбирали все эти моменты про репку и чуть-чуть перефразировали ее. То есть мы выбирали про экологически чистые продукты, да, землю чистую, воду чистую, чтобы мусора не было там. И вообще очень вкусная репка была. На площадке «Эко-танцы» ребята постарались научить нехитрым синхронным движениям и работать в команде. Все участники праздника получили в подарок футболки и бейсболки от «Селигдара», которые послужили элементом флешмоба. В конце мероприятия дети выстроились в логотип золотодобывающей компании. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. А на этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. Я напомню, еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и всего вам доброго.